Сведения о таких людях собирать нелегко, доступ вот к этим делам ограничен, следы его жизни теряются. Врач, нарком здравоохранения Крымской ССР, участник первого Курултая крымско-татарского народа, журналист, редактор и один из основателей партии Милли Фирка Халил Чапчакчи родился 17 марта 1889 года в этом доме в селе Аутка, ныне ставшей окраиной города Ялта. Дата рождения, имя и статус родителей, мещанин Селямет и его законная жена Айше – то немногое, что нам известно из архивных документов о первых годах жизни будущего политика. Где и как прошло его детство, нам пока неизвестно, но в 1909 году, согласно имеющимся документам, он поступил в Симферополе в гимназию Волошенко или Волошенко. Это было довольно известное учебное заведение. Когда я работал в Одессе в архиве, мне удалось найти личное дело Халиля Чапчакчи, студента Новороссийского университета медицинского факультета. В Одессе университет именовался и назывался как Новороссийский университет. Вот согласно найденным документам, он гимназию закончил в 1912 году и в этом же году поступил на учебу в Новороссийский университет. Известно, что Халил Чапчакчи вел активную общественную жизнь. Еще учеником гимназии он попал на карандаш полиции, которая неоднократно приходила к нему домой с обысками. В Одессе он попал в опасную по тем временам среду. В городе были сильны революционные настроения, и тут его не раз задерживали. Живя в этой среде, находясь там, читая всевозможную литературу, Халил Чапчакчи тоже приобщился вот к этому революционному делу, и через революцию они видели, что могут исправить, улучшить положение своего родного крымско-татарского народа. Когда в 1917 году уже в Крыму происходили события, когда собрался уже Всекрымский мусульманский съезд 25 марта, Халил Чапчакчи также вошел в состав этого комитета. Надо сказать, что к этому моменту, вот он, будучи студентом, живя и обучаясь в Одессе, в Крыму был уже известен как общественный деятель и был избран в мусульманский исполком. Мусульманский исполнительный комитет был первым шагом крымско-татарского народа к парламенту. Комитет ставил целью участие крымских татар в политической жизни Крыма, опираясь на право народа на самоопределение. В Крыму, чтобы сделать доступной информацию о крымских татарах, о его национальном движении, о их чаяниях, о их требованиях, для русскоязычного большинства мусульманский исполком начал издавать газету на русском языке под названием «Голос татар». «Голос татар» звучал в Крыму недолго. Всего вышло 17 номеров газеты. Начиная с 12 номера главным редактором «Голоса татар» был Халил Чапчакчи. Медик по образованию, он прекрасно владел словом и написал множество статей, по которым можно составить портрет личности смелой и неординарной. Одной из важнейших тем, которую на страницах газеты поднимал Халил Чапчакчи, была широко обсуждаемая на первом Курултае тема равноправия полов. В своих статьях, вот он в газете «Голос татар» писал, что надо видеть глаза 60-летней крымской татарки, как они горели, когда на закате своих лет она получила возможность участвовать в общественной деятельности. И как грешник на исповеди, сегодняшний оседлый татарин в лице Курултая спешит вымолить у родной сестры татарки прощение за вековое заточение ее в 4 холодных стенах и почти единогласно проводит в коллегию председателей Курултая одну из представительниц татарок. После поражения первого Курултая положение крымско-татарского народа стало крайне шатким.
Гражданская война принесла в Крым постоянные ротации власти. Политические силы часто сменяли друг друга, а их отношение к крымским татарам было разным. Часть крымско-татарской интеллигенции решила покинуть родину. Крымско-татарское национальное движение, оно расслоилось. Кто-то остался на прежних позициях, кто-то перешел на сторону большевиков, восприняв их идеи и их позицию. Вот к таким деятелям относятся как Али Баданинский, Вели Ибраимов. А такие деятели, как Халиль Чапчахче, Сейджилил Хаттат, там, Асан Сабре Айвазов, они оставались беспартийными, но после окончательной победы советской власти в 1920 году и провозглашения Крымской АССР, вот эти беспартийные деятели, которые известны были как члены Милли Фирка, были привлечены к работе, к управлению советской автономией. И в 1921 году Халиль Чапчахче занял должность наркома здравоохранения Крымской АССР. И занимал он ее вплоть до 1928 года. О деятельности Халиля Чапчакчи на новом посту известно немного. Зато известно, каким нестабильным было положение любого, кто в то время оказался в рядах крымской власти. И интриги в рядах коммунистов привели к расслоению и взаимным доносам, что повлекло целую волну репрессий. Вместе со многими другими в опале оказался и нарком здравоохранения. В 1928 году Халиль Чапчахче был арестован как один из лидеров Милли Фирка. Процесс был очень резонансный, потому что была обезглавлена крымско-татарская интеллигенция. Это были люди, которые получили образование, это воспитанные на идеях как Исмаила Гаспринского и Решида Медиева, и на событиях 1917 года эти люди и возглавляли национальное движение в тот период. 63 человека проходило по делу. Как известно из прессы тех времен, в случае с Халилем Чапчакчи следствие больше всего интересовал вопрос реэмиграции крымских татар из Турции и Румынии, которую он отстаивал в прессе. Суд закончился смертельным приговором, исполнение которого Чапчакчи ждал 3 года. В 1931 году высшая мера наказания была заменена 10 годами лагерей. После этого периода следы о его жизни теряются. Во всяком случае, из тюрьмы он не вышел. Куда он был сослан или где он отбывал свой срок наказания, пока такими сведениями я не располагаю, и я не читал, чтобы кто-то это обозначил и показал. Сведения о таких людях собирать нелегко. Много бы света пролило его уголовное дело по делу Милли Фирка. Сейчас пока доступ вот к этим делам ограничен, но, возможно, настанет время, и исследователи смогут работать с уголовными делами и дальше писать историю крымско-татарского народа. Но те сведения, которыми мы располагаем о Халиле Чапчахче, они очень скудны и далеко не соответствуют этой личности, и народ еще не отдал должное этому человеку за всю его сделанную работу.